Кстати, почему некоторые люди от алкоголя получают удовольствие? Или от сигареты получают удовольствие? Дает ли алкоголь, табак удовольствие? Некоторые думают так, ну ладно, там лектор говорит, что это вредно, но все равно удовольствие-то есть, я от этого удовольствия не откажусь. Ну пусть вредно, зато удовольствие. Если те из вас, которые курят, есть несколько, наверное, человек, скажите, пожалуйста, если мальчик первый раз в 8 лет закурил, он удовольствие получит? Нет. А что он почувствовал? Стало плохо. Его стало тошнить. Он побледнел. Сама по себе сигарета никакого удовольствия не дает. Представь ситуацию. Мальчик с утра встал после праздника, захотел попить, вышел в комнату, а там после праздника весь стол еще остался. Да? Весь стакан стоит, у него вроде вода. Он взял, а там была водка. Он взял, хлебнул. Удовольствие он получит? Нет. Алкоголь первый раз тоже не дает никакого удовольствия. А почему потом-то удовольствие откуда-то появляется? От сигареты, от бокала шампанского. Вот это удовольствие, как дважды два, показал нам на своих опытах Иван Павлов. В опытах над собачками. Рассказываю вам такой опыт. Стоит в станке собака, привязанная. К разным центрам мозга подключены, вживлены электроды, провода, идут кнопки. Есть там центры боли. И вот собаку не кормят 3 дня, она стоит бедная, голодная, нажимает кнопку боли, она аж визжит от боли, и тут же суют под нос миску вкусной едой. Собака ест. Раз проверять жестокий опыт, 10 раз провели, 15 раз провели. И вдруг на какой-то очередной раз собака, еды еще нет, нажимает на кнопку боли, и собака ведет себя как-то странно. Она начинает улыбаться во всю собачью пасть, хвостом виляет, слюнки потекли. Почему это произошло, вы понимаете? Понимаете. Учение о рефлексах условных, безусловных Павлова. Вместо нормальной реакции на боль, ей как бы внедрили ненормальную реакцию от боли удовольствия. Первый раз закуривает мальчик. Плохо стало, побледнел, затошнило. А старшие товарищи, молодец, говорят, ты уже взрослый, смотри-ка, какой герой. И он пыжится, ой, я как взрослый. Второй раз давится, закурит, 5-й раз. И на очередной там 10-й раз закурил. Все нормально, и удовольствие превратился в собачку Павлова. Те из вас, которые получают удовольствие от сигареты, или от бокала шампанского, или от кружки пива, превратились в подопытных собачек Павлова. Подавили в себе нормальный, естественный рефлекс, защитный рефлекс, вместо него нам внедрили рефлекс прямо противоположный. Один ученый доказал, красноярский, что если человек пьет алкоголь или курит табак, это означает симптомы нового заболевания. Шизофрения. В шизофрении есть очень много разновидностей. В частности, есть такая разновидность – мазохизм. Что такое мазохизм? Это когда человек получает удовольствие от того, что сам себе причиняет вред или боль. Это психическое заболевание. Люди сами себя истязают и получают, при этом ловят кайф. Если человек, зная, что алкоголь яд, вливает его в себя и получает удовольствие, значит, он заболел шизофренией под названием алкогольный мазохизм. Если зная, что сигарета вредная, закуривает и получает удовольствие, он заболел шизофренией под названием табачный мазохизм. Здрасте. 99% населения взрослого заболели шизофренией под названием алкогольный мазохизм. И 50-60% табачный мазохизм. От чего мы заболели? Не от того, что от рождения такими родились. Нет. Мы заболели этими болезнями под влиянием неверной информации. Нас убедили, что алкоголь это должно давать удовольствие. Нас убедили, что сигарета должна давать удовольствие. Нам внедрили, как собачкам Павлова, это заставили подавить свой отрицательный рефлекс. И мы стали вот это самое ненормальное удовольствие, многие стали получать. То есть стали шизофрениками под названием алкогольный мазохист, табачный мазохист.